Жительница Амгинского района обвиняется в мошенничестве при получении выплат путем представления заведомо ложных или недостоверных сведений. Уголовное дело возбудили по материалам проверки прокуратуры Амгинского района. По информации ведомства, местная жительница, являясь официально трудоустроенной в одно из бюджетных учреждений района, представила в Центр занятости заявления и документы, содержащие в себе заведомо ложные сведения об отсутствии у нее работы и заработка. На основании этих документов она поставлена на учет в качестве безработной с назначением ей пособия по безработице и их выплатой. Прокуратура направила материалы проверки в следственный орган для решения вопроса об уголовном преследовании. Пожар ликвидировали в гараже в селе Улаханан Хангаласского района Якутии. Пожар потушили в одноэтажном гараже на улице Мальшагарская в селе вечером 6 января. Об этом сообщает пресс-служба МЧС по региону. В результате пожара огнем уничтожены гараж и 14 единиц техники. Общая площадь пожара составила 408 квадратных метров. Отмечается, что спасено 3 единицы техники. На данный момент устанавливают причину, виновника и размер ущерба. Для ликвидации пожара привлекли 14 человек личного состава республиканской пожарной охраны, а также 3 единицы техники. Наряд ДПС помог 2 водителям, оказавшимся в аварийной ситуации в Якутии. По информации МВД по региону, вечером 3 января на Альчатском перевале Аймиконского района едва не произошла трагедия. У молодого водителя, следующего в Магадан, сломалась машина. Нахождение на высоте свыше 1000 метров над уровнем моря при экстремальных минус 50 градусов мороза даже за короткий период времени грозит как минимум обморожениями. К счастью, в это время на данном участке дежурил передвижной пост ДПС. Инспекторы вовремя обнаружили «Газель» и водителю была оказана помощь. Его обогрели, затем аварийная автомашина была отбуксирована в поселок Устнера. Аналогичный случай произошел 5 января около 5:30 часов вечера на региональной автодороге Анабар, где на протяжении нескольких десятков километров отсутствует какой-либо населенный пункт. Нарядом ДПС была замечена машина УАЗ. Выяснилось, что 3 мужчин свыше 2 часов тщетно пытались отремонтировать заклинивший двигатель. Полицейские с помощью спутниковой связи связались с участком дорожных работников и к ним отбуксировали аварийный транспорт. Пожар произошел в частном пансионате для пожилых людей в Тюменской области. В результате погибли 7 человек. Следственный комитет возбудил уголовные дела по статьям причинения смерти по неосторожности 2 и более лицам и оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшая по неосторожности смерть 2 и более лиц. 9 января этого года, после тушения пожара в частном пансионате для пожилых людей, были обнаружены тела 4 мужчин и 3 женщин пожилого возраста. Следователи задержали хозяйку пансионата. Крушение легкомоторного самолета произошло в Ленинградской области. По данному факту возбуждено уголовное дело. По информации Следственного комитета, 8 января легкомоторный самолет, на борту которого находился пилот и 2 пассажиров, совершал взлет с аэродрома, после чего произошло столкновение в воздухе с другим легкомоторным самолетом, на борту которого был только пилот. В результате произошедшего 2 пассажиров и пилот самолета от полученных травм скончались на месте. Пилот 2 самолета доставлен в больницу. В настоящее время следователи и криминалисты осматривают место происшествия. Президент Индонезии в воскресенье призвал народ молиться за жертв авиакатастрофы, когда накануне самолет с 62 пассажирами и членами экипажа на борту упал в море. Все они были индонезийцами. От имени правительства и индонезийского народа мы хотели бы выразить наши соболезнования в связи с тем, что произошло. Вчера я уже поручил Минтрансу и поисково-спасательному агентству как можно скорее прийти на помощь. Рейс опоздал на 30 минут из-за сильного дождя. Боинг 737-500 направлялся из аэропорта Джакарты Сукарно-Хата в город Понтианак на западном Калимантане, прежде чем исчез с экранов радаров через 4 минуты после взлета. Поисково-спасательная команда прочесала территорию вблизи места крушения и обнаружила части человеческих тел и предполагаемые фрагменты самолета. Власти также сообщили, что они, возможно, обнаружили сигналы, которые могут исходить от бортового самописца. Семьи погибших прибыли во временный штаб в аэропорту Супадио в городе Понтианак, где у них взяли анализы ДНК для установления личностей погибших. Рафик Юсуф Аль-Идрус, муж пассажирки рейса Панки Видия Нурсанти, учительница государственной средней школы в Понтианаке, сказал, что перед вылетом погода была плохой. И его жену перевели с рейса Нам Эйр на Шривиджая Эйр. В последний раз, когда она связалась со мной по WhatsApp в 2:05 ночи, она все еще смеялась. Сказала, что уже поднялась на борт самолета, ей сообщили, что погодные условия не очень хорошие. Тогда я сказал: «Да, помолись, пожалуйста».
Эта катастрофа стала первым крупным авиационным инцидентом в Индонезии после крушения лайнера Lion Air Boeing 737 MAX в 2018 году, в результате которого погибли все 189 пассажиров и членов экипажа.